теряет Комсомольское озеро. Эта палуба, она практически вся в воде. Вот такой должен быть уровень. Скважина засорилась, насос сломался. В этом году что-то мы не видели наполнения. Глубину проблемы выяснял Дмитрий Аренин. Праздник науки и технологий. В Нижнекамске с размахом отметили День химика. Открыт учебный центр Сибуринтех НК, кузница кадров для всей нефтехимии России. Используем разные формы обучения. Это и аудиторное обучение, как сценарий учебного центра, это и выездное обучение. Кого наградили высокими республиканскими и федеральными наградами, об этом и не только. Рамиль Шайдуллин. В селе Покровское Елабужского района начинается новая глава. Даже попить нет воды. А в лог там страшно спускаться. Здесь строят систему централизованного водоснабжения. Работы идут полным ходом. Уже порядка 70-80% сетей уже проложено. Совсем скоро в домах пойдет чистая вода. О долгом ожидании масштабной стройки и надежде сельчан. В репортаже Луизы Сафуановой. Здравствуйте. Сегодня 23 мая, пятница. В эфире новости Татарстана. В студии работает Алия Хайрудинова. Мы расскажем о главном к этому часу. Самым масштабным обмелением озера Комсомольское в этом году столкнулись жители казанского поселка Дербышки. Уровень водоема опустился минимум на метр. Комсомольское озеро – это искусственный водоем, вырытый в конце 50-х комсомольцами. В 2018-м здесь прошло масштабное благоустройство территории. Что случилось и удастся ли спасти озеро к купальному сезону, разбирался Дмитрий Аренин. Вот уровень воды, все ступеньки покрыты водой. Вот, эта палуба, она практически вся в воде. Вот такой должен быть уровень. Жители Дербышек показывают, их любимое Комсомольское озеро обмелело примерно на метр. То, что уровень воды раньше был выше, можно убедиться по нашим архивным кадрам. В августе она уже начала уходить и высыхать. По зиме все, что осталось, замерзло, а вот то, что растаяло, вот. За счет дождей, может быть, что-то прибавится, но она же должна закачиваться артезианской водой, чистой артезианской водой. Комсомольское для Дербышек – единственное место отдыха у воды. Как говорят, сюда едут и жители Азина. Озеро знаменито краснокнижной флорой и фауной. И здесь обитают даже черепахи. Раньше озеро было очень красивым. Птицы, рыбы, люди загорали, катамараны, лодки, отдыхали. Сейчас смотришь, это уж... нет слов. И то, что оно обмелело, во-первых, оно как бы и визуально нам неприятно, а во-вторых, открылся слой ила, и когда гуляешь по низу, получается, вот эта часть ила начинает, пахнет серой. Как уже объявили местным жителям, сломался насос, подающий воду в озеро. Люди просят, чтобы проблему решили быстрее, пока оно не превратилось в болото. Сейчас из-за низкого уровня вода не уходит в сточную трубу. Скважины и насосом наполняли воду. С другой стороны у нас труба, там вытекает вода. Очищается. То есть постоянный вот этот вот у нас идет вход и выход, наполнение. Иначе вода заболачивается и будет пахнуть. Поэтому в этом году что-то мы не видели наполнения. Как говорят жители Дербышек, если проблема в отсутствии денег у города, они готовы скинуться на ремонт. Несколько спонсоров, которые согласны к началу 1 июня, к лету, вот этот насос отремонтировать и вернуть вот это озеро Комсомольское с Пионерского в свои берега. Мы посмотрели, что происходит у насосной станции, обнаружили закрытый объект. Как мы видим, замок новый, но судя по тому, что здесь все заросло травой, здесь давно никого не было. В дирекции парков и скверов рассказали, что уже занимаются решением проблемы, но оказалась она намного глубже. На данный момент уже проведена диагностика, которая выявила, что требуется не только замена насоса, а также тщательная очистка скважины. На данный момент дирекция занимается оформлением необходимых документов для проведения этих работ, чтобы успеть запустить насос к началу летнего сезона. До начала лета осталась всего неделя. Мы будем следить за развитием событий. Пока же на обмелевшие берега уже потянулись люди с металлоискателями. Дмитрий Аренин, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после резонансного случая с 6-летней девочкой из Казани. Накануне ребенка нашли полицейские в квартире на улице Волкова. По их словам, там царила антисанитария. Несовершеннолетняя находилась в опасном положении. Многие соседи и вовсе не знали, что там живет девочка. Вот кадры, снятые внутри квартиры. Мамой оказалась 33-летняя женщина. Ребенка у нее изъяли. Девочка сейчас находится под наблюдением врачей. Угрозы ее жизни нет, сообщили в Минздраве. Накануне маму несовершеннолетней задержали правоохранители. Ночь она провела в отделе полиции Вишневский. Женщины взяли объяснение и пока отпустили. Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дело в связи с нарушением прав ребенка. В Казани установили макеты полицейских в полный рост возле банкоматов в торговых центрах и отделениях банков. Табличка в руках фигуры сотрудника полиции призывает быть бдительными и не поддаваться на уговоры аферистов. У татарстанцев в среднем похищают 15 миллионов рублей каждый день. Общий ущерб за прошлый год больше 5,5 миллиардов. По поручению Райса Республики в Татарстане развернута информационная кампания по противодействию мошенникам. Цель акции с макетами – остановить человека, находящегося под психологическим давлением, переключить его внимание и помочь не поддаться обману. Такие макеты появятся на 23 улицах Казани, а также в других населенных пунктах республики. Для людей старшего возраста, которые наиболее подвержены, наверное, воздействию мошеннических действий, я думаю, что это будет актуально. Лишний раз напомнить и уберечь от каких-то дальнейших воздействий, наверное, это правильно. Моя мама недавно, пенсионерка, как бы столкнулась с этим, то есть ей позвонили. Но наши пенсионеры, сами знаете, то, что как бы ведутся на это, попросили сообщить код. Ну, как бы, то есть, я тут же, она мне позвонила, я сказала: мама, не бери ни один телефон, так как ее бы взломали бы. Если мне звонят, я говорю: подождите, сейчас я запись включу разговора, я говорю, да, то есть запишем, я говорю, и это начинают возмущаться, что вы не имеете права, да, и трубку бросают. Сегодня весь Татарстан празднует День химика. Основные торжества в Нижнекамске. Здесь двойной праздник. Город отмечает и 30-летие Сибура. В торжествах принимает участие Райс Республики. Как отметил Рустам Миниханов, химическая промышленность Татарстана занимает достойное место в экономике страны. В отрасли трудятся свыше 45 тысяч татарстанцев. В республике производится треть российского полиэтилена, свыше 40% синтетических каучуков, более половины грузовых автошин. В насыщенной программе сегодня открытие уникального образовательного центра, посещение ключевых объектов промышленности и, конечно, торжественное чествование лучших представителей отрасли. Используем разные формы обучения. Первым пунктом стало открытие Центра инженерно-технической экспертизы Сибуринтех НК. Новый комплекс стал частью кампуса Нижнекамского химико-технологического института. Здесь будут готовить кадры для нефтехимической отрасли. Здесь вы всех поймете, кто вам подходит, кто не подходит. Практику. Абсолютно верно. Это не просто учебный класс, а часть центра консолидации передовых практик. Под каждого обучающегося разрабатываются программы по 11 ключевым направлениям. От механики до автоматизированных систем управления. Учиться предстоит напрямую, взаимодействуя со сложными устройствами, чтобы потом успешно использовать их на производстве. Это не столько повышение квалификации, это сколько поддержка и развитие самой компетенции. То есть те же насосы мы эксплуатируем от Амурского ГХК до Воронеж-Синтез-Каучика. Центр сможет обучать до 17 тысяч человек в год. Проект реализован Сибуром. Инвестиции почти 1,8 миллиардов рублей. 96% оборудования российского производства. Для себя я понял, что для нужд республики, кроме компании Сибур, мы можем очень много сделать сюда заказов. Близко к завершению работы полиэтилен 600. Это крупнейший проект в стране. Современнейшее производство Иксена. И, конечно же, все это будет работать, когда есть там люди образованные, грамотные. Сегодня мы открываем здесь центр, который действительно будет работать на десятки предприятий нефтегазохимической отрасли Российской Федерации. Будет делать так, чтобы экономика, технология, инженерия, надежность, знания, инновации, они распространялись быстрее, и наша страна становилась, безусловно, сильнее. Далее в программе Нижнекамск нефтехим. Здесь Рустам Миниханов ознакомился с модернизацией крупнейшего в стране производства гексена. Завод мощностью 50 тысяч тонн в год почти готов. Продукция – ключ к созданию более 3 миллионов тонн премиального полиэтилена.
Это неотъемлемый компонент производства премиальных марок полиэтилена, которые, по сути, являются основным потребителем данного вида химической продукции. РАИС Татарстана осмотрел новую центральную лабораторию, объединяющую 15 отделов. Благодаря автоматизации контроль качества ускорился на 70%. Особое внимание условиям труда. Обновленные цеха, зона психологической разгрузки. Главное торжество прошло в парке нефтехимиков. Здесь Рустам Минниханов поздравил работников отрасли, подчеркнув значимость их труда для технологического лидерства республики и всей страны. Сегодня в преддверии Дня химика мы празднуем 30-летие со дня основания компании «Сибур», которая по праву является флагманом российской нефтехимии. Аплодисменты компании «Сибур». Мы не просто отмечаем юбилей крупнейшей компании, а чествуем целую эпоху промышленного роста, технологических достижений и совместного развития. РАИС Татарстана вручил государственные награды лучшим представителям химической промышленности. Среди них руководители, инженеры, слесари и технологи. Эта награда мне очень дорогая. Очень дорогая. Спасибо большое за эту награду. Я сегодня сижу, думаю, 40 лет. Я даже не заметил, как я отработала эти. И неохота уходить. Понимаете, даже неохота уходить с работы. Также вручили награды Министерства науки и высшего образования России. За вклад в развитие технологий и образования отмечены руководители Сибура и коллектив Нижнекамск нефтехима. Праздник проходит замечательно. Для меня важно, что сегодня я являюсь одной из частью вообще большой компании. Я являюсь вкладом, потому что я работаю с персоналом. Для нас один из самых главных праздников, где мы радуемся вместе со всеми. День химиков в Нижнекамске – праздник не только профессионалов отрасли, но и всего города. В этой сфере трудятся 45 тысяч татарстанцев. Рамиль Шайду, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Владимир Путин поручил подготовить предложение по расширению льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет и семьи участников СВО. Проработкой вопроса займется правительство страны во главе с Михаилом Мишустиным и Центробанк. Таким образом, Федеральный центр поддержал идею Рустама Минниханова по расширению программы. С этим предложением РАИС Республики обратился к президенту в середине апреля на заседании Президиума комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», которую он возглавляет. Тогда Владимир Путин заявил, что в этой сфере нужно навести порядок. Просим рассмотреть условия семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции. Казань примет первый чемпионат по профмастерству среди ветеранов СВО. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента страны с членами правительства. Мероприятие пройдет по поручению Владимира Путина в конце июля. С 25 по 29 июля в Казани по вашему, Владимир Владимирович, поручению проведем первый чемпионат среди ветеранов специальной военной операции. В их числе наши герои, которые получили ранения, защищая Родину. Новый рекорд на трассе М12. Меньше чем за 1,5 года по дороге проехали более 35 миллионов раз. Трассу длиной 810 километров, 142 из них в Татарстане, проложили всего за 3 года. Автомагистраль проходит по территории 5 районов нашей республики. Это Каябецкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестричинский. Благодаря скоростной магистрали путь от Казани до Москвы сократился в 2 раза, до 6,5 часов. Особой популярностью трасса пользуется у дальнобойщиков, автопутешественников и бизнесменов, чьи маршруты проходят через Поволжье. В село Покровское Елабужского района в этом году придет централизованное водоснабжение. Для деревни, где нет ни одного пожарного гидранта, это вопрос не только удобства, но и безопасности. Это была настоящая 12-летняя битва за воду. Жители добились своего, и проект стоимостью 53 миллиона рублей уже начали воплощать. Как это поменяет жизнь на селе, на месте оценила Луиза Сафуанова. Даже попить нет воды. А в лог там страшно спускаться. До ближайшей колонки несколько сотен метров. Воду приходится возить на тележке. Так начинается день у Татьяны Архиреевой, как и у многих жителей села Покровское. Тяжело, конечно, на тележке возить. Но мы всегда с влога всегда брали воду, а вот слава богу, что хоть здесь вода есть. Сюда вот ходим за водой. И поливать, и все, у нас вообще воды нет.
Эта колонка единственная рабочая, вторая давно пришла негодность. Пока мы берем вот воду из колодца нашего. Мы его пробурили уже в 2005 году, ему 20 лет уже. Но когда была засуха, она немножко у нас обмелела, и мы тогда испугались вообще. Скотину вообще уже перестали держать, одна корова только осталась. За 12 лет жители Покровского писали письма в районную администрацию, в министерство, в прокуратуру. Село Покровское до недавнего времени без капли воды в кране. Сейчас на улицах идет масштабное строительство системы водоснабжения. Впервые за всю историю населенного пункта. Централизованное водоснабжение с питьевой водой должно прийти в каждый дом. По геодезическим данным, конечно, да, должна быть артезианская вода. Глубина скважины примерно 135 метров. Работы идут полным ходом. Уже порядка 70-80% сетей уже проложено. Участки разные. Где-то приходится бурить глубоко, где-то преодолевать овраги. Данный участок трассы один из сложных. Она состоит из 201 метра. И здесь глубина оврага состоит из 25 метров. Метром горизонтального бурения прокалываем трубу. Проект финансирует республика. Общая стоимость 53 миллиона рублей. В этом году освоит более 40 миллионов. Завершить планируют в 2026. За счет средств республики мы в 2023 году сделали проектную документацию. Естественно, местный бюджет не может позволить себе такие вливания. И вот благодаря средств республики в этом году мы начали эту работу проводить. Сейчас прокладывают 4,5 километра труб, бурят 2 скважины, строят насосные станции и водонапорную башню. В селе также появятся пожарные гидранты. Очень много было предписаний. Село большое, что не было ни одного гидранта. Очень рада, что сейчас, на сегодняшний день, у нас будет более 13 гидрантов на все поселение. Это, во-первых, обеспечит большую безопасность. Сегодня колодцы, родники и ведра. Уже в ближайшие месяцы вода в каждом доме. Луиза Сафуанова, Андрей Макаров, ТНВ, Елабужский район. Угощают друг друга чаем из самовара, играют в вышибалы, танцуют и поют. Этим вечером в самом большом дворе Советского района Казани большой праздник. Жители домов улиц Карбышева и Рихарда Зорге дали старт новому народному конкурсу дворовых событий «Куршефест» – фестиваль соседей. Его запустили по решению и при поддержке Рустама Минниханова. Беспрецедентная в масштабах страны инициатива стала продолжением республиканской программы «Наш двор». Как сегодня укрепляли соседские традиции, кто из звезд татарской эстрады в этом помог, увидела Ирина Васильева. Сегодня во дворе улицы Карбышева уйма развлечений. Можно пройти мастер-классы по вышивке и рисованию. Дети играют настольные игры, вышибалы, резиночку. Жители местных домов угощают друг друга блинами и горячим чаем из настоящего самовара. Атмосфера здесь просто нереальная. Такое хорошее событие объединяет столько много людей. Вот, с помощью творчества, с помощью музыки и с помощью мастер-классов для наших родных детей. Если здесь мы будем поддерживать эти пространства, они будут существовать дольше. И очень важно ведь научить детей правильно даже пользоваться этим пространством. Дворовый праздник организовали при поддержке Института развития городов республики и администрации Советского района Казани. Праздник во дворе улиц Карбышева и Рихарда Зорге дал старт программе нового проекта «Куршефест». Праздник соседей, у которого еще нет аналогов в стране. Народный конкурс запустили по решению и поддержке Раисы Республики Рустама Минниханова. Этот двор был благоустроен в прошлом году, 50 тысяч квадратных метров. Он присоединился к парку 100 лет строительной отрасли. И очень прекрасно, что он живет самостоятельной жизнью, именно встречаются соседи, детишек очень много притягивает. Куршефест – это грант для наших жителей, для любой организационно-правовой формы. В нем могут участвовать и управляющие компании, и ТОСы, и ТСЖ, и некоммерческие организации, и простые жители. Это мероприятие сделано для того, чтобы каждый, кто обладает инициативой, обладает своим проектом и хочет провести мероприятие в своем дворе, мог это сделать. Между победителями Куршефеста разделили 20 миллионов рублей на проведение вот таких мероприятий во дворе. Ирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Масштабные соревнования добровольных пожарных команд Татарстана сегодня прошли в Пестрецах. Участие приняли 45 дружин со всей республики. Огнеборцы преодолели полосу препятствий с забором, оказали первую помощь и на скорость показали навыки тушения огня. Струей воды нужно было поразить специальные мишени. В республике 660 добровольных пожарных команд. Это более 3000 человек. У них на вооружении почти 700 единиц техники. Ежегодно добровольные пожарные подразделения Татарстана совершают около 1000 выездов по тревоге, спасают жизни и имущество жителей. По итогам соревнований бронзу завоевали пожарные Зеленодольска, серебро тукаевцы. Победителями стали добровольцы из Пестричинского района. Они получили пожарный автомобиль. Только за 25 год добровольцы приняли участие почти в тушении почти в 300 пожарах. Это порядка где-то 20% от общего количества. Вы наравне с профессионалами обеспечиваете надежную защиту от пожаров в сельских поселениях. По первому сигналу тревоги вы готовы рисковать своей жизнью. В границах населенных пунктов. Ну как часто приходится? Вот ночью бывает, вас тревожат? Всегда по-разному. Ну, например? В любое время дня и ночи всегда на связи, 24/7. И вы готовы среди ночи вскакивать? Да. А ваши сотрудники, товарищи? Ну, все на добровольной основе, то есть все по возможности. Команда юных инспекторов дорожного движения Балтасинского района представит Татарстан на федеральном уровне. Сегодня в Нижнекамске подвели итоги республиканского конкурса «Безопасное колесо». В этом году в Химград съехались более 230 юидовцев. Конкурсанты продемонстрировали знания правил дорожного движения, навыки безопасной езды на велосипеде, умение оказывать первую помощь и творческие таланты. Второе и третье место у районов Казани. Золотые призеры балтасинцы будут представлять республику на всероссийских соревнованиях. Сабантуй в Набережных Челнах в этом году пройдет 14 июня. Об этом сегодня сообщили в исполкоме города. В парке Прибрежный организуют ярмарки народных умельцев. На ипподроме скачки и конно-спортивный праздник. Главная площадка Майдана. Здесь в театрализованном представлении примут участие более 2000 артистов. Около 200 борцов крэш поборются за звание абсолютного батыра. Победитель получит барана и автомобиль. Вечером на концерте выступят артисты Автограда. Хедлайнером станет заслуженный артист Татарстана Фирдус Тимаев. Завершится праздник плуга салютом. Для гостей праздника выступят известные артисты, такие как народные артисты Республики Татарстан Равиль Галеев, заслуженные артисты Республики Татарстан Федор Кузнецов, Лилия Букеева, Гульдания Хайруллина, Рустам Асадуллин, Сирина Зайнеддинова, Гузель Ахматова и многие другие. В следующую субботу, 31 мая, в селе Починок-Кучук Кукмарского района состоится республиканский праздник марийской культуры «Семок», один из главных у марийцев. Основная идея – поминовение умерших родственников и прошение благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. Организаторы обещают аутентичную программу. Гостей познакомят с укладом жизни марийцев, народными играми, художественными промыслами, фольклором. Старт праздника у ворот, украшенных марийской символикой. Здесь начнется парад делегаций районов, где проживают представители народа. Зрители увидят традиционный обряд, выход картов, жрецов. Во второй раз состоится конкурс «Марийская семья». В этом году его посвятили 80-летию Победы. Покажут обряд проводов в армию. Также выберут марийскую красавицу. Вечер завершится концертом звезд марийской эстрады. Могу точно вам сказать и выразить мнение народа, потому что далеко не во всех регионах есть возможность вот так вот дружно встречаться, общаться, показывать свою культуру. Это очень дорогого стоит. Починок-Кучук у нас очень древнее сельское поселение. Во второй половине VI века уже считается основанным. На территории проживают более 700 марийцев. Нас сравнительно мало на нашей территории марийцев по сравнению с другими районами. Как сегодня отметили на пресс-конференции, например, в Агрызе более 2500 марийцев, у нас 700. Тем не менее, мы уверены, что мы сможем достойно представить и нашу культуру, культуру наших марийцев и культуру марийцев нашей республики. Череда народных праздников в Татарстане начнется уже в эту субботу, 24 мая в селе Никольское Лаишевского района. Ее откроет ежегодный фестиваль русского фольклора «Каравон». С 2003 года указом руководства республики он является государственным праздником и главным этнофестивалем русской культуры в республике. Организаторы подготовили насыщенную программу. В этом году участие примут более 200 творческих коллективов из Татарстана и России. Свое мастерство представит более сотни мастеров декоративно-прикладного искусства.
Будут работать ремесленные мастерские, пройдут различные мастер-классы. Впервые в этом году пройдет фестиваль русского полотенца и русской кухни. Хедлайнером праздника станет певица Варвара. Караван сохраняет народные традиции, прививает молодежи уважение к культурному наследию. Ежегодное участие в празднике принимает руководство республики. Мы дали старт национальным праздникам, которые ежегодно проводятся в республике при поддержке Раисы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова, при поддержке национальных сообществ, при поддержке муниципальных районов. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи! Здравствуйте, Исядмисис, в студии Динар Бодрудинов. К Татарстану в предстоящие сутки снова приблизится атмосферный фронт. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Богатых Сабах и Кукмаре будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура днем плюс 19-20, ночью от 3 до 8 градусов тепла. В Буинске, Опастово и Дрожжаном облачно с прояснениями, осадки. Температура днем плюс 18-19, ночью от 6 до 11 тепла. В Чистополе, Черепшане и Нашишминске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 19-20, ночью от плюс 4 до плюс 8. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Сарманово облачно с прояснениями, местами дождь. Температура днем плюс 18-19 градусов, ночью от 3 до 6 градусов тепла. В Альметьевске, Бавлах и Бугульме переменная облачность, дождь. Температура днем плюс 17-18, ночью от 3 до 5 тепла. В туристических городах республики также небольшие осадки. В Свияжске днем плюс 19, ночью 8 градусов тепла. Переменная облачность, временами дожди. В Болгаре облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура днем плюс 19, ночью плюс 10 градусов. В Елабуге ожидается переменная облачность, дождь. Температура днем 19 градусов тепла, ночью плюс 5 градусов. В продаже квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнай подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2 677 677. В Казани переменная облачность, местами осадки. Температура днем плюс 20, ночью плюс 9 градусов. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Ветер северный около 3 метров в секунду. Влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Приятного начала выходных. А всех выпускников и их родителей поздравляем с последним звонком. Пусть дороги, которые ждут впереди, приведут вас к успеху. Кеннергас и Мышловулсон.